Вот мы в гостях у Эдуарда Марксовича. Здравствуйте, Эдуард Марксович. Добрый день. У вас тут, я смотрю, как в средневековой лаборатории алхимика. Да, это дикий корень женьшеня. Замачиваю на спирту с разбавленной родниковой водой. А почему не на чистом спирту? Ну, водка некачественная, говорят. Это почему разбавляете именно? Почему не Да, делаете? потому что сам спирт, он убивает некоторые полезные качества корня. Поэтому нужно 40 градусов, доходить до 40 градусов. Так, вот это вот. Это вот он, да? Это свежий или засохший? Нет, это свежий, ему несколько дней. Вот. В течение 5-6 дней надо их в мед и спирт завести, чтобы он сохранил свои качества. Я смотрю, этот любитель, да, такой нетрадиционной медицины. Да, совершенно верно. Вот у меня прошлогодний еще есть. Вот здесь вот просто концентраты, чтобы сохранить как бы себе для этого. Вот они вот такой цвет должен принимать через месяц. Он рубиновый цвет должен принять. Настоящий дикий женьшень, он должен отдавать розой, запах розы. Вот он, свежий. Вот, рвется. Если тепличный, он очень много тепличного сейчас, настоящего практически нет. Он гладкий. У него цвет такой, а это вот дикий женьшень. Ну да, вот такой. И он отдает розы. Вот, понюхайте. Да, интересный запах такой тайги. Да, таежный запах, кстати, должен отдавать. Да. То есть он тепличный запах, а тепличного запаха такого нет. А это вот вы уже замочили, да? Это здесь по 30 грамм, да, у меня это все уже по заказу мои клиенты, который год. А можно ее открыть, посмотреть? Да, что конечно. Вот здесь 30 грамм это конкретный курс лечения на одного человека на всю зиму. А как его употреблять вообще? Его пьют по 15 капель. 15 капель. Организм привыкает, потом он отдыхает до ложки. 5 дней пьешь, 7 дней отдыхаешь. Да, серьезнейший энергетик. Это... Но китайцы считают, что это лекарство от бессмертия. Лекарство бессмертия, да. Вот это тоже 30 грамм. А китайцы как его употребляют? Ну, это очень большой такой секрет, который я в Азии несколько лет изучал. Они покапельно используют. Если мы вот так вот используем граммами, то китайцы каплями используют. Это, это секрет, который я не хочу просто так рассказывать. Ну, что еще? Какие вопросы? Ну, хотелось бы понять, когда это будет готово. Это будет Сколько готово через времени? месяц. Через месяц он должен в темном месте храниться. Обязательно надо все время сбалтывать. Так. Сболтнул, поставил. То есть надо с ними нянчиться. Угу. Вот если, например, это есть некоторые запреты, если у человека высокое давление, нельзя на спирту. Ну, можно как-то, если не слишком это. Лучше мед пить на меде делается это. Это вот я сейчас тоже буду замачивать на мед, чтобы он сохранился. Мед у вас башкирский, да? Мед у нас башкирский свой. Вот в банке я вижу. Он хороший мед, да. Ладно. Ну все, успехов. Ага, спасибо большое.